Эфир нашего телеканала продолжат новости. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Федеральный резерв страны выделил еще 200 человек для борьбы с лесными пожарами в Якутии. Уже со следующего месяца в России стартует постковидная диспансеризация. Кому положено обследование? Юные футболисты из Якутска стали лучшими игроками всероссийского турнира «Кубок будущих легенд». «200 человек из Федерального резерва планируют дополнительно привлечь к тушению лесов в Якутии. По информации Рослесхоза, к переброске в республику 14-15 июня готовы 100 работников из Тюмени. 24-25 июня будут готовы к переброске еще 100 человек, также из Федерального резерва. Отмечается, что от имени главы Якутии в адрес зампредседателя правительства России Виктории Абрамченко направлено письмо о привлечении дополнительных сил для защиты лесов от пожаров в Мирнинском, Тампонском, Среднеколымском, Абыйском районах в июле и августе этого года. Помочь в тушении лесов может каждый. В Якутске ведется набор бойцов в студенческий противопожарный отряд «Прометей-2021». Для подачи заявки необходимо отправить заполненное приложение на электронную почту до конца сегодняшнего дня. Наводнения, снегопады и трескучие морозы. Восточные регионы Австралии переживают непогоду. В штате Виктория под воду уходят целые города. В Новом Южном Уэльсе намело огромные сугробы, а в Сиднее зафиксировали самый холодный день за последние 37 лет. Андрей Санников. Подробнее. Холодный фронт, который принес в восточные районы Австралии проливные дожди и сильный ветер, превратил размеренную жизнь местных жителей в хаос. За ночь целые улицы превратились в реки. Передвигаться можно разве что на лодках. В штате Виктория спасатели получили несколько тысяч вызовов с просьбой о помощи. Некоторые оказались в ловушке и не смогли самостоятельно выбраться из домов и автомобилей. Эвакуировать людей пришлось с помощью вертолетов. Сообщается об одном погибшем. Тело мужчины было обнаружено в затопленной машине. Это ужасно ненастье. Ночью в районе горных хребтов Стрелецкого выпало более 200 миллиметров осадков, и в результате произошел быстрый подъем уровня воды в ручье Траралгон. В итоге сегодня утром мы наблюдали сильное наводнение. Власти издали распоряжение об эвакуации 26 тысяч жителей небольшого городка Траралгон, который находится в эпицентре стихии. Ко всему прочему, ситуацию ухудшает и сильный ветер, порывы которого достигали 100 км в час. Он с корнем вырывал вековые деревья, оборваны линии электропередачи, из-за чего без света оказались десятки тысяч домов. А в соседнем штате Новый Южный Уэльс совсем другая картина. За 48 часов здесь выпало столько снега, что выросли полуметровые сугробы. На улицах можно лепить снеговиков и кататься с горок на санях. И даже увидеть редкое для этих мест зрелище, как альпаки жуют ветви лимонного дерева, стряхивая с них снег. Я родился и вырос здесь. Мне 47. В последний раз я видел так много снега, когда был примерно в его возрасте. Обычно снег идет ночью, можно немного поиграть утром или в полдень, а потом он полностью тает. Но вот чтобы он шел постоянно, да еще под ним скрывались дороги, такое было давно. И все это сопровождается трескучими морозами. Пока в одних городах только готовятся зафиксировать рекордно низкие температуры, в Сиднее это уже сделали. Как сообщают местные издания, здесь столбики термометров опустились до отметки плюс 10 градусов. Такого холодного дня в самом крупном австралийском городе не было 37 лет. ДТП с участием 5 автомобилей произошло накануне вечером по вине пьяной автоледи в Якутске. Она ехала на машине около 16-го корпуса 202-го микрорайона. Не выбрала безопасную скорость и, не справившись с управлением, врезалась в машины. Тем самым совершила наезд на припаркованные во дворе авто. Сотрудники полиции предложили пройти процедуру освидетельствования, но женщина наотрез отказалась что-либо объяснять и тем более проходить медпроцедуру. А сегодня в одну из больниц города обратился водитель одной из пострадавших машин с травмами, полученными в результате этого ДТП. После осмотра врачами поставлен диагноз: множественные ушибы головы, грудной клетки, обоих коленных суставов. По факту проводится проверка. Диспансеризация для граждан, переболевших коронавирусом, начнется в России с 1 июля. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Обследования будут проводиться по специальной углубленной программе. Направлены они на выявление постковидного синдрома и других неблагоприятных последствий для организма, которые могла вызвать инфекция. Пройти обследование смогут все граждане от 18 лет и старше, если диагноз COVID-19 им поставил врач, но не ранее 2-го месяца после выздоровления.
Новый этап программы туристического кэшбэка стартует с 16 июня. Он уже 4-й по счету. Напомним, что россиянам возвращается часть затрат на отдых внутри страны. В рамках нового этапа можно будет покупать путевки на осень. Вернуть россиянам планируют около 2 миллиардов рублей. Такая поддержка, уверены в Ростуризме, станет для россиян хорошей возможностью купить туры в сезон по акции раннего бронирования, посетить любой регион страны и сэкономить за счет кэшбэка. Председатель Госсовета Республики Татарстан наградил первого зампреда Госсобрания Илтумен Александра Жиркова почетным знаком Государственного регионального совета. Мероприятие прошло в рамках Дней Якутии. Награда вручена за вклад в развитие парламентаризма, а именно за развитие демократии, межпарламентских связей и укрепление законности, а также за активную общественно-политическую деятельность, многолетнюю плодотворную работу в законодательных представительных органах. Юные футболисты из Якутска стали лучшими игроками всероссийского турнира «Кубок будущих легенд». Лучшим нападающим стал Алексей Доржиев, который забил 6 голов в 6 матчах и отличился 5 результативными передачами. Звание лучшего вратаря соревнований судейская коллегия присудила Дюлусхану Уарову. Индивидуальную награду также получил тренер команды Илья Павляков. Его признали лучшим тренером турнира. Лучший результат показала команда 2011 года рождения, которая, не потерпев ни одного поражения, победила на турнире. На протяжении турнира юные динамовцы показали зрелый, качественный футбол для своего возраста. Стоит отметить, что за весь турнир нет вообще претензий к самодаче и желанию мальчишек. Хочу отметить их невероятную страсть и характер. Дальнейшие планы. Мы закрываем годичный цикл тренировок, можно так сказать. Сейчас немного отдохнем, возобновим попозже тренировки, где-то с середины июля месяца. И будем готовиться к предстоящим турнирам, которые будут осенью. Актеры Русского театра готовят премьеру спектакля «Сорванец». Постановка закроет 130-й юбилейный сезон. Спектакль по пьесе Крылова впервые был показан в Якутске еще в 1890 году. Тогда роли сыграли актеры любительского театра. Насколько изменился «Сорванец» за больше чем 100 лет, знает наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Впервые на этом спектакле актеры театра будут играть на музыкальных инструментах, что, по словам музыкального режиссера, придаст постановке свой шарм. Так как жанр нашего спектакля — это балаган, мы взяли вообще разные музыкальные композиции разных времен, разных народов. Интересно, что в спектакле играют русские народные инструменты, такой оркестр из баяна, балалайки, контрабаса, барабанов. И самое интересное, что артисты играют на этом сами. Многие из ребят научились играть с нуля, то есть они до нашей постановки они не владели инструментом. Для того, чтобы освоить игру на музыкальных инструментах, актерам театра понадобилось 1,5 месяца. Кто-то вспоминал забытые навыки, а кто-то вовсе впервые взял в руки музыкальный инструмент. Да, они большие молодцы. Я вот как музыкант хочу сказать, что ребята за такой, скажем так, короткий промежуток времени освоили инструменты. Вот даже безладовый инструмент, контрабас, вот коллега мой Степан Федоренко, да, ведущий артист нашего театра. Все большие молодцы, все, кто соприкоснулись с этим, именно с музыкальным аспектом всего этого, проделали очень большую и плодотворную работу. Отметим, что «Сорванец» по пьесе Крылова впервые была показана в Якутске еще в 1890 году актерами любительского театра в честь прибытия иркутского генерал-губернатора Горемыкина. Нынче она будет показана в жанре водевиля. С этой целью театром заключен договор о написании музыки с композитором-якутянином Сергеем Белоголовым еще в 1980-1990-е годы, писавшему музыку для спектаклей нашего театра. В 1890 году впервые состоялся именно спектакль «Сорванец» по пьесе Виктора Крылова. Именно этот материал брался 130 лет назад. То есть своего рода день рождения 130 лет. Мы возвращаемся к этой постановке, которая в рукописи была найдена в архиве, переведена в цифру, и в результате буквально через несколько дней наш зритель сможет увидеть ее
на сцене. То, что касается постановочной команды, то эта команда уже работала над несколькими спектаклями театра. Например, это «Барышня и крестьянка». По словам руководителя театра, пьеса «Сорванец» не только закроет 130-й сезон, но и даст зрителям тему, о чем поговорить. То, что сейчас мы собираем, будет не менее интересным для всей аудитории, которая придет и будет приходить, и разговаривать, и будут, опять же, темы для разговоров, потому что действительно и нам интересно, я думаю, что зрителям тоже будет интересно. Мы стараемся, по крайней мере, всегда брать материал такой, который был бы и вкусным, и интересным, и было о чем поговорить. Премьера спектакля «Сорванец» состоится уже 19 и 20 июня. Далее актерская труппа театра уходит в отпуск до следующего сезона. В нынешних условиях сложно строить планы, но надеемся, что следующий сезон русский театр откроет уже в сентябре с аншлагом. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. На этом пока все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.